Солнце, как любившее меня. В небе птицы-лебеди черные летят. В нашем южном городе зимний снегопад, тень твоя на сумрачном дальнем берегу. Я тебя найти не могу. Без тебя нет солнышка в солнечном краю. Я тебя, как прежде, люблю. Возврати судьбе нашей долгую зарю, песней заклинаю в солнечном краю. Возвратись, любимая, в милые края, песней заклинаю тебя. Без тебя нет солнышка в солнечном краю. Я тебя, как прежде, люблю. Возврати судьбе нашей долгую зарю. Без тебя нет солнышка в солнечном краю. Возвратись, любимая, в милые края, Песней заклинаю тебя. Песней заклинаю тебя. Песней заклинаю тебя. Селям алейкум! Вас рада приветствовать программа Джанлы Студио. Сегодня в программе продолжение концерта Вагифа Нагиева. Я рада приветствовать вас, Вагиф, снова в нашей студии. Селям алейкум! Салям алейкум, и снова здравствуйте. Поговорим о твоем участии в проекте «Голос Краины». Что для тебя было участие в этом проекте? Для меня, честно говоря, до «Голоса» я не верил, что эти проекты реальные, я не верил, что там все честно. Мне казалось, что до кастинга уже кто-то решил, кто выйдет на первое место, кто выйдет даже на последнее место. Слухи распространялись, и я верил в это. Честно говоря, это не моя инициатива была пойти на проект «Голос». В Харькове у меня была педагог вокала Людмила Кудрич. Она настояла на том, чтобы мы пошли на кастинг всем составом нашим. Вот эту зиму я запомнил навсегда. Когда мы в воскресенье был кастинг, и все проспали. Просто перезвонились друг другу: ребята, ты пойдешь? Да, нет, нет. Ну, да, давайте не пойдем, мы все равно не пройдем. Давайте спать. В воскресенье студенты. Что лучше, кастинг на «Голос Краины» или сон? Или все-таки сон? Конечно, сон. Конечно, сон. Да. В понедельник, когда мы пришли уже к педагогу, после того, как она узнала, что мы выбрали именно сон, она нас как следует Отругала. И отправила в Днепропетровск.
То есть вы поехали Мы поехали в Днепропетровск, да, 5 за человек. голосом. За голосом. Parla più piano e nessuno sentirà. E il nostro amore va viviamo io e te. Nessuno sa la verità. Un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io ne sarò. Amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni giù insieme a me. Voglio sentire gli occhi vien dentro di te. Nessuno sa la verità. Un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io ne sarò. Amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni giù insieme a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Grande amore, mai più grande esisterà. Твоя мечта осуществилась. Что вот в итоге? Ты получил то, что ты хотел? Да, я получил большой опыт. Когда эти кресла развернулись, и у меня был вопрос, кого выбрать, я должен был уже отвечать. Но я когда увидел, что Тамара Гварцетели, Аня Лорак, Святослав Вакарчук, Сергей Лазарев, они все реальные, они в одном зале со мной, и все обернулись на мою песню, на мое исполнение. Это для меня был шок, это была радость. И просто я даже не помню, как я выбрал, о чем я думал. Просто мне захотелось пойти к Тамаре Гварцетели. Чему еще научил тебя проект, кроме вот музыкального опыта? Выживать, добиваться цели, ставить цели, добиваться до нее.
После проекта ты решил остаться в Киеве, поступил сюда на эстрадный вокал. Эстрадный вокал. Почему именно Киев, почему Украина, почему все-таки не Азербайджан? В Азербайджане есть Азербайджанская государственная Бакинская консерватория, в которой только классика. Классика это ближе к опере, вот эти партитуры, оперный театр, от того, что я всегда убегал. Но это ведь основа всех основ. Это само собой. Я 11 лет проучился этому. Но когда я представил, что всю оставшуюся жизнь я буду опять же учить эти ноты, эти партитуры, где нельзя импровизировать. Да, я люблю оперу, да, я люблю петь ее, но чтобы это была именно моей профессией, чтобы я был оперным певцом, я не захотел. А когда я подумал о другом, это была эстрада. Рок, джаз — это нет. Эстрада, которую просто можно импровизировать, можно петь, как показывать душу. Были люди, которые тебя отговаривали от этого? Были люди, которые меня отговаривали, это были мои педагоги. Они говорили, что вот у тебя... Такой потенциал, ты его затрачиваешь. Да, ты баритон, такого баритона. Вот баритон — это редкость, это как бас. Тенора все бывают
тенорами. Вот есть в Азербайджане практически все певцы, у них тембр тенор. А баритон, говорят, Муслим Магомаев. Вот Муслим Магомаев был оперным певцом. И тогда я говорил, нет, Муслим Магомаев тоже был оперным певцом, но потом он просто перешел на эстраду. Потому что вот внутри есть такое тепло к этому. Вот хочется что-то симпровизировать, хочется что-то свое спеть. А так ты просто в истории никакого следа не оставишь. Да, был человек, который пел оперу так-то, но ничего своего нового я не оставлю за собой. И поэтому я решил ехать в другую страну. Выбор был большой, но почему-то мне захотелось приехать в Украину. Su confessa, amore mio, io non sono più il solo l'unico, hai nostrato del mostro tu, una storia irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero. Sono il dolce confundo amaro che non mangi più. Su confessa, amore mio, io non sono più il solo l'unico, hai nostrato del cuore tu, una storia irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce confundo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Sono mantra mai che l'hai fatto del nostro bene, è diventato freddo brivido, le restate le nostre cene, cielo ormai irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce confundo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché tu non l'hai detto prima? E il ricordo pian piano scompare, la terzia nel cuore, ho il cuore più grande del mare, più grande del mare.
после участия в проекте. Я даже слышала в одном из твоих интервью, что ты говорил, что не все члены семьи одобряют твой выбор увлечения музыкой. Сейчас, вот по прошествии времени, у тебя изменилось мнение? Сейчас изменилось мнение. Мой отец мне часто говорил, что зачем ты поешь, то есть не одобрял. Не одобрял, потому что он сам в детстве тоже пел. И мой дедушка в те времена не любили, чтобы были певцами дети, не знаю. Несерьезно это дело, да? Да, совершенно верно. Вот из-за вот этого был осадок, потому что вот у него не получилось, и в меня он не верил. А это была просто мотивация для меня, чтобы доказать отцу, что все не так. Я поставлю цели, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, добьюсь своей цели. Kalbim sonsuz heyecanla döyündü. Sevgilimden ilk mektubu alanda, gururumda mağrurluğla öyündü. Sevgilimden ilk mektubu alanda, kalbimde umman olsaydı coşardı. Dalgalanıp, lepelenip taşardı. Ayrıldı biz sevgimizden yadigar o mektubu saklayıram indi mən ey mənə sevinç bəxşedən misralar sizə baxıb ağlayıram indi mən ayrıldıq biz sevgimizdən yadigar o mektubu saklayıram indi mən ey mənə sevinç bəxşedən misralar sizə baxıb ağlayıram indi mən. O mektup çevrildi can melhemine. Yad oldum bu dünyanın dert gemine. Sanki düştüm nağıllar alemine. Sevgilimden ilk mektubu alanda, kalbimde umman olsaydı coşardı. Dalgalanıp, lepelenip taşardı. Ayrıldık biz sevgimizden yadigar o mektubu
была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.